В эфире «Актуальное интервью». Вскрытие реки Лены в Якутии, по прогнозам гидрологов, произойдет на 3-5 суток раньше нормы. И о паводковой ситуации, о подготовке к ней мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Виталий Эдуардович Бобинов, начальник управления гражданской обороны ИЧС города Якутска. Виталий Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый Павел. день. Ну вот только что мы сказали, что на 3-5 суток раньше нормы прогнозируют у нас гидрологи, синоптики. Насколько оправданы эти сроки, насколько оправданы эти прогнозы? В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы, срок вскрытия реки Лена в районе города Якутска ожидается примерно 15 мая. Так, по уровню подъема воды примерно на метр выше прошлогоднего значения. То есть ожидается порядка 600 сантиметров над нулем поста в городе Якутске. Ну, чтобы понятно было, о чем идет речь, при отметке 500 начинается подтопление Зеленого луга, так, а при отметке 580 вода уже заходит в микрорайон Даркалах. Образование заторов в этот период будет зависеть от реальных метеорологических условий. Но в целом, это пока вот долгосрочный прогноз, он был 16 числа нами получен. В целом прогнозы гидрометеослужбы по прохождению реки Лена, они, как правило, оправдываются. То есть, в принципе, так сказать, сказанному верить. Да. Хорошо. А вот какого паводка в этом году все-таки ждать? Возможно ли вот возникновение чрезвычайных ситуаций? Здесь однозначно, какой будет паводок, сказать очень сложно, потому что если заторов не будет, то река пройдет гладко. Если все-таки будут образовываться заторы, то возможно подтопление территорий. Так, при подготовке к безопасному пропуску паводка мы руководствовались сценарием, при котором будет событие развиваться наихудшим образом. Значит, в соответствии с этим сценарием были определены зоны возможного подтопления, так, населенные пункты, которые попадают в эти зоны, численность населения, которая может пострадать в результате таких явлений. Значит, у нас получается это Табага, Хатасы, микрорайон Даркалах и Тулагино-Кильдямский наслег. Значит, здесь у нас, я некоторые цифры с собой взял, по нашим расчетам получается в зоне возможного подтопления, подчеркиваю, при наихудшем развитии ситуации, проживает 958 человек, в том числе в Капитоновском доме-интернате 257 пациентов. Так, в общее число этих людей, значит, входит 198 детей. Спланированы мероприятия по оповещению населения в зонах возможного подтопления, по размещению, организации питания, по организации транспортного обеспечения, других видов жизнеобеспечения населения, которые предусмотрены соответствующими документами. Сейчас территориальными органами управления, это наши пригородные населенные пункты, ведется работа с населением по разъяснению, как действовать, что делать, куда идти, так, к чему готовиться. Сейчас всех осведомляют. Да, да, да. И кроме того, что будет задействована система экстренного оповещения населения, так, она проверена, готова к работе, будет еще проводиться, скажем так, контрольный обход подворовой, поквартирный, для того, чтобы определить, кто все-таки на момент возникновения такой чрезвычайной ситуации находится в доме, кого необходимо эвакуировать при помощи спасателей, кто-то самостоятельно, может быть. Сейчас завершается работа по проверке готовности пунктов временного размещения, так, проверке мест отгона и содержания скота. Были проведены тренировки, командно-штабные учения с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Якутск. Потом на прошлой неделе закончилась
командно-штабное учение, которое проводилось по решению Совета Безопасности Российской Федерации, мы в нем тоже принимали участие. По результатам проведенных мероприятий силы и органы управления Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации готовы к выполнению задач по безопасному пропуску Вот, наверное, весеннего половодья. стоит немного, да, вот сказать, что по наихудшему сценарию, как вы сказали, у нас 1000, да, там с небольшим человек, ну, могут оказаться 958. 958, ну, почти 1000, да. Стоит, наверное, сказать про эвакуационные пункты, то есть готовятся они, естественно, где они располагаются, как правило. Значит, это не эвакуационные пункты, это пункты временного размещения. Так. Мы как-то на сленге своем профессионально называем их так, ну да, пункты временного размещения, где они обычно располагаются, ну, вот, то есть в случае чего, куда бежать? Ну, местные жители, которые находятся в зоне возможного подтопления, они все об этом знают. В частности, вот промышленный округ наш, микрорайон Даркалах, это ПТУ-16, технический лицей. Там будет развернут пункт временного размещения. В 13-й школе будет развернут пункт временного размещения. Всего у нас планируется к развертыванию до 10 пунктов временного размещения. Но при необходимости мы можем развернуть больше в соответствии с постановлением окружной администрации о создании таких объектов. У нас предусмотрено развертывание до 36 ПВР на территории городского округа города Якутск. Вот такой вопрос, да, говоря про вот, микрорайон Даркалах, его, в принципе, очень часто подтопляет. То есть, может быть, стоит сейчас вопрос у администрации о переселении его, вот именно этого микрорайона. То есть, если как то, вот, например, Борисовка Березовка, простите, в Среднеколымском районе, ее же решено переселять. Может быть, что-то с Даркалахом планируется подобное? По Даркалаху, значит, было, дай бог памяти, в 2014, по-моему, году подписано постановление окружной администрации города Якутска, которое запрещает выделение земель в этом микрорайоне под индивидуальное строительство, запрещает строительство и регистрацию в этом районе, в зоне подтопления. На сегодняшний день на Даркалахе осталось у нас 33 дома, которые подпадают в зону возможного подтопления. Так, и по данным Департамента жилищных отношений, в них проживает 146 человек, в том числе 37 детей. Хорошо, а вот говоря опять же про оповещение, как оно проходит, может, какие-то новшества есть в плане оповещения? Опять же, очень часто во многих городах России, да, используется СМС-оповещение. Как у нас в городе происходит оповещение населения в случае необходимости, в случае ЧС какого-то? Ну, в случае необходимости для оповещения населения могут использоваться СМС-рассылки, трансляция по телевидению и радио. Соответствующая аппаратура установлена в Главном управлении МЧС России по Республике Саха-Якутия. И эта структура обладает подготовленными специалистами, которые способны провести вот это вот мероприятие по оповещению с использованием радио, телевизионных каналов и СМС-рассылки. А как ведется взаимодействие с другими службами по обеспечению безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций? Взаимодействие с другими службами, в частности, с полицией, с пожарными, со спасателями, с коммунальными службами, оно организовано. Так, здесь по взаимодействию вопросов не возникает. Осуществляется оно через единую дежурно-диспетчерскую службу, где установлены прямые каналы телефонной связи. Так, имеются другие способы связи, радиосвязь, например, которая используется для работы при взаимодействии с этими службами. Здесь вопросов не возникает. Эта работа, она организована в соответствии с требованиями нормативных документов, которые существуют. Ну, я вот думаю, стоит упомянуть охотников, потому что сезонные охоты у нас совпадают, как правило, с ледоходом. То есть на это как-то акцентируется внимание именно на то, что охотники могут попасть в какую-то непростую очень ситуацию. Такие случаи были.
Здесь, я скажу так, в первую очередь не только охотников касается этот вопрос, да, это вообще человеческий фактор. И опасные моменты возникают уже сейчас, когда 16 числа были официально закрыты все переправы в районе города Якутска. И тем не менее находятся люди, которые, рискуя своей жизнью, рискуя жизнью своих пассажиров, грузом, техникой, продолжают на автомобилях переправляться через Лену. Хочу сказать, что лед уже сейчас, хотя он достаточно толстый, он не такой, как зимой, он меняет структуру свою. Существует вероятность и опасность провала техники под лед. Это первое. Второе. Значит, при подходе ледохода к городу Якутску, как правило, вот вы совершенно верно заметили, выезжают у нас охотники, так, любители острых ощущений, которые считают, что с ними ничего произойти не может. С другими, пожалуйста, с ними ничего не произойдет. Ну, это ошибочное мнение, потому что у меня до сих пор в памяти случай, когда они смогли спасти 2 людей. Так, они буквально 100 метров не дошли на резиновой лодке до берега. Пошел лед, порезал лодку, они оба утонули. Вода холодная, в этой холодной воде человек долго продержаться не может. То есть пока прибудут силы, которые способны к ним подойти, время уже будет упущено. Так, а если где-то на острове льдами затрет, здесь тоже есть опасность потерять здоровье из-за переохлаждения, из-за отсутствия пищи, чистой воды. Вот таким вот образом. Поэтому к нашим зрителям хотел бы обратиться, чтобы они сохраняли все-таки благоразумие и не поддавались импульсивным желаниям так, пощекотать себе нервы в период паводка. То есть в первую очередь наша безопасность она начинается с нас самих. Так точно. Надо как-то трезво и здраво расценивать ситуацию в первую очередь. Но с другой стороны, это стихия, с ней бороться не имеет смысла. То есть нужно понимать, какую опасность несет в себе ледоход. Это сотни тысяч тонн льда, которые движутся с неумолимой силой, и человек здесь просто Виталий песчинка, Эдуардович, к сожалению, наше раздавит. время, мне подсказывает, подошло к концу. Спасибо за этот интересный разговор. Берегите себя, будьте бдительны и оставайтесь с нами. До встречи.